یزدان بهشتی ما وطن وطن شهری تو بی سرنوشتی. Душанбе, 1 сентября 2019 года. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе Рустам Эмомали открыли административный и учебный корпус, гостиницу и современное общежитие Института государственного управления при президенте Республики Таджикистан и приняли участие в Дне знаний и уроке мира. Президента Эмомали Рахмона тепло приветствовали руководство, преподаватели, сотрудники, магистранты и студенты Института государственного управления при президенте Республики Таджикистан в большом здании здания, отвечающего новым международным образовательным стандартам. Здание Института государственного управления при президенте Республики Таджикистан было открыто в 2013 году при поддержке лидера нации Эмомали Рахмона и было построено Управлением по строительству правительственных зданий исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. 12-этажный учебный корпус состоит из 2 административно-образовательных единиц и общежития. Он рассчитан на 1320 студентов в смену. Здание института современное и соответствует международным стандартам, состоит из административных, учебных и гостиничных номеров для преподавателей и студентов, курсов повышения квалификации для государственных служащих, тренажерных залов, конференц-залов и библиотек. Отель состоит из 65 роскошных и полулюкс номеров с 1 и 2 спальнями и оснащен самыми современными холодильниками, телевизорами, стиральными и швейными машинами, односпальными и двухсторонними кроватями и курсами повышения квалификации. Магистры и студенты. Первый этаж административного здания состоит из столовой на 200 мест, кабинетов управления персоналом, бухгалтерии, части фермы, медицинского центра и комнаты для охраны. На 2-м этаже находится библиотека на 50 мест, в которой можно разместить более 20 тысяч научных, образовательных, методических, художественных и других изданий, компьютерные классы с современными информационными технологиями, а также электронная библиотека с более чем 130 000 электронных книг и офисов. Оснащен всеми необходимыми тренировками, тренажерным залом для игры в футбол, волейбол и баскетбол. На 2-м этаже административно-учебного корпуса находится Центр реабилитации и обучения инвалидов. Институт предоставляет оборудование и учебные материалы для людей с ограниченными возможностями. Основной целью проекта является поддержка людей с ограниченными возможностями, которые могут достичь адекватного уровня высшего образования, а также обеспечить их активное участие в жизни общества и в принятии решений. Процесс автоматизации учебного процесса в институте является единственным среди высших учебных заведений страны, которое отвечает всем требованиям современной системы образования. На 3-м этаже расположены кабинеты ректора, проректора, архив, конференц-зал на 70 мест и кабинеты кафедры, зал ученого совета и кафедр. На 4-м этаже учебной части здания расположены 2 конференц-зала на каждое из 77 мест, 2 аудитории, архивы, отделы образования, факультет переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, Институт государственного управления и государственной службы. На 5-м этаже административно-образовательной части здания расположены 3 аудитории, большой просторный зал на 200 мест, а с 7 по 9 этаж учебного корпуса – 3 аудитории, 10 аудиторий, 3 аудитории. Есть 450 мест, стулья, 8 комнат для профессорско-преподавательского состава и преподавателей. В то же время с 10 до 12 этажей учебной части факультета государственного управления института состоит из 18 аудиторий, лекционных залов и 3 аудитории для группового занятия на 570 посадочных мест. В новом здании института организован технологический парк, который также эффективно работает. В него входят консультативный совет, директор, заместитель директора, инспекционная комиссия, национальная группа по обучению и кулинарии, центр медицинского обслуживания, центр шитья и рукоделия, центр печати. سرنوشتی ما وطن